Всем привет! Сегодня я познакомлю вас с профессией электромонтера совместно с компанией Якутскэнерго и с подразделением Якутские центральные электрические сети. Давайте посмотрим. Ну все, я готов. КПР номер 12, КПР номер 1 у нас. Земли 5-6, фидер юг, Хатуграх 2. Так, Костя пилы, энстроп и наверх. Так, сейчас была произведена замена одностоечной опоры на железобетонную приставку. Аварийная опора была, и сейчас уже еще в определенное время, достаточно долго, она простоит в таком виде. Вот. Но, кстати, надо сказать, что по плану отключение должно было быть с 9 утра до 12 дня. Сотрудники центральных электрических сетей сделали все меньше, чем за час. То есть сейчас мы подъехали на подстанцию, и будет включение потребителей. Федотов по 117 наряду допуску. Работу закончил, бригаду удалил, замедление снял, группу включил, опору запускал. 10-17, наряд закрыли. 10-17. Друзья, пока выдалось свободное время, хотелось бы вас познакомить со спецодеждой электромонтера. Значит, во-первых, это получается шлем, который выдерживает напряжение до 440 вольт. Также выдерживает кратковременный контакт под напряжением. Здесь имеется специальное забрало, которая защищает вас, защищает электромонтера от электродуги. То есть лицо полностью закрыто, оно диэлектрическое. Далее у нас идет обязательно подшлемник. Вообще у электромонтера должно быть все закрыто, то есть не должно быть открытых частей, видно тело. Вот. Также запрещено носить кольца, цепи, цепочки, да, и, соответственно, часы наручные. В общем, все это запрещено. Значит, перчатки тоже хлопчатобумажные, нательник на мне находится, соответственно, верх и также низ. Нательное белье сделано из 100% хлопка. Это также сделано для того, чтобы защитить электромонтера от электродуги. Сама спецодежда тоже, сам верх тоже он специальный материал, который также защищает от электродуги. И в случае даже контакта кратковременного, она берет все на себя, то есть обугливается, но с самим электромонтером у него получаются минимальные повреждения. При работе на высоте используется страховочная привязь. Это все что угодно, то есть на вышке, на опоре всегда пользуются страховочной привязью. То есть здесь несколько точек опоры, и при срыве электромонтер он находится в вертикальном положении. Обувь также диэлектрическая. Здесь металлический носок, также металлическая стелька, диэлектрик подошва.
И если электромонтер наступит на что-то острое, на гвоздь или еще на что-то, то, соответственно, также не будет прокола. Ну и, само собой, любому сотруднику, электромонтеру центральных электрических сетей выдается вот такая вот форма. Сосны 2, фидер 2, подключение потребителя. Разрешение на рабочее место. Согласно договоренному номеру 123, готовим рабочее место 14:02. 14:02, готовим рабочее место согласно указанию ряда. Да. Дата следующего испытания. Номер, дата следующего испытания и кто испытывал. Это вот самое обязательно, это обязательно. Раз в полгода по правилам должны испытываться. Указывается название, диспетчерское наименование, принадлежность, какой кому, и вот на каждой опоре предупредительные знаки безопасности. Вот. Тоже получается это ВЛЗ, воздушная линия защищенная 6 киловольт. Вот это получается высоковольтная линия. Да, и вот ВЛИ, воздушная линия изолированная, это то, что СИП наш, вот, 0,4, да, 0,4 киловольта. Класс напряжения, линия пишется, откуда запитана, порядковый номер линии, получается принадлежность, телефонно контактный и год постройки линии. 14-12 допуск. Ну, сейчас будет произведен подключение абонента, потребителя. И хотелось бы отметить, что такой интересный факт. Если есть допускающий, есть производитель, который производит работы. Допускающий должен показать, что все рубильники отключены, то есть линия обесточена. Если нет возможности показать это, то сам допускающий должен тыльной стороной руки прикоснуться, соответственно, к проводам, чтобы показать производителям работ, что линия действительно обесточена. Вот такие правила. Сейчас произвели подключение потребителя. Ну, что сказать, я вот стою без подшлемника. Ну, в принципе, только подшипника и перчаток не хватает сейчас. Я не двигаюсь, и мне просто дико жарко. День очень продуктивный. Я был свидетелем переноса опоры аварийной. Далее также двух подключениях потребителей. Теперь я буду себя по-другому вести, когда уходит свет дома, да, то есть начинаешь как-то нервничать, там, звонить по всем телефонам. Но на самом деле, как только происходит аварийное отключение, вы можете быть уверены, что бригады центральных электрических сетей Якутскэнерго уже делают свою работу, устраняют неполадки аварийные. Нужно отдать должное. Вот в такой форме, да, работать на... Сегодня еще повезло, сегодня 28 градусов, а вот если 35
40, да, то есть хотелось бы поблагодарить компанию Якутскэнерго, центральные электрические сети, One Click Якутск, проект «Битва блогеров» за то, что дали такую возможность почувствовать себя в роли электромонтера, посмотреть на работу, так сказать, изнутри. Но также хотелось бы всем энергетикам передать огромный привет и пожелать вам успехов в вашем нелегком и нужном труде. Спасибо.